В эфире? Друзья, еще раз добрый вечер. Не знаю, соберетесь вы снова. И как меня слышно? Есть? Сейчас этот, который был. М? Сейчас не вижу. Я в эфире? Да, да. М? Да. Никого нет пока. Ну, нормально слышно. Есть шум? Нет. Нет. Так, Махваш, да, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Еще раз добрый вечер. Маш Долчи, я приветствую вас на своем канале. Мгм. Так, Роза. Опять зависает. Нет. Это Доб- интернет уже. М? Это интернет уже. Добрый вечер из России. Добрый вечер. Галина, добрый вечер. Добрый. Галина у нас модератор. Так ты же сама, по-моему, попросила ее сделать. Ну, пусть будет. Так, Нальжан, добрый вечер, дорогая Лила, привет из Израиля, смотрю все ваши ролики. Добрый вечер, Нальжан, да, вы не то, что просто смотрите, вы каждый мой ролик комментируете, огромное вам спасибо, я вам благодарна безмерно. Галина, давно не было эфира, очень соскучилась. Да, эфира не было давно, но небольшая накладка была. Так, ЗУЖ есть. Сирдик хелт хас сахам сыраиш, мыштыш, могждишу. Так, Айша Маршуа, я приветствую тебя. Все нормально, могу ждать, все хорошо. Так, немножко на азан прервемся. Так, друзья, продолжим наше общение. Так, Тамара Дакаева, дубль 2, Лейла Ибрагим, welcome. Машуэл, Тамара, добро пожаловать. Рада тебя, сказала бы, видеть, не видеть, но рада тебя чувствовать с собой, со мной. Наида Минатуллаева, по-моему, да? Добрый вечер, добрый. Катюша 28, здравствуйте. Готовьте еще больше всякие вкусняшки. Постараюсь. Людмила Черная, добрый вечер, Лейла, добрый вечер. Элеонора Костюкович, добрый вечер, Лейла и Ибрагим. Рада встрече с вами. Привет из Беларуси, из Минска. Привет.
Так, Галя пишет, Лейла, ты похудевшая, посвежевшая, отлично выглядишь, спасибо. Наталья Трифонова, добрый вечер, дорогая Лейла, огромный привет с Рязанщины. Здравствуйте. Так, Наталья Северская, добрый вечер, все хорошо, видно и слышно. Аминат Коригова, Лейла Сердик Хел. Сердик Аминат, добрый вечер. София Мавропола, добрый вечер, Лейла, у меня гости, позже подключусь, ничего страшного, София. Будем тебя ждать. Райка Сердик Хелшилейла подписалась недавно, чему очень рада, дорогая. Дал Сердик Хайоль, Райка, я тоже очень рада, что ты подписалась, что у меня расширяется круг моих подписчиков. Зубжие, ну, получается, смотрящая у нас Аиша, да? Алхамдулиллах, рада очень, салам машал, родным, мои дела сдвинулись, надо чуть-чуть потерпеть, и скоро в Ингушетию, иншаллах. Будем надеяться, что все получится у тебя, как ты задумала. Катюша, 28. Я смотрю вас с Казахстана. Рада каждому влогу. Огромное вам спасибо, Катюша. Наташа Круглова. Добрый вечер. Рада встрече с вами. Привет всем, кто в чате. Так, Галина. Лейла, как мамочка? Хочется увидеть ее в ролике. Хорошо. Так, по-моему, ролик, который у меня снят, по-моему, там мама есть. Значит, вчерашнего ролика, если не было, я уже не помню. 2 ролика снятых у меня. Уже мама есть. Так, Аминат, да, в отснятом мама есть. Аминат Кори говорила, могу ждать, что Нани фудежитик. Все нормально, Аминат, все нормально, все хорошо. Алхамдулилла, Нани могу же. Мама тоже хорошо себя чувствует. Что ходишь, да как вы? Рукоделие от белки стрелки. Лейла, добрый вечер, родная. Сердик хел хадалду хел хел хабила. Хахил сердик. Фудежи хатич. Кондитер наш новоявленный. Как у тебя дела? Так, Танзила Индиева. Добрый вечер всем. Танзила Индиева. Друзья, может, кто не знает, это моя старшая дочь. Ислам Плей. Сердик Хел Халила. Дал Сердик Хайоиль. Роза, здоровья вам крепкого. Спасибо. Так, ПК, по-моему, да? Ассалам алейкум, варахматуллахи ва алейкум ассалам. Так, Галя пишет, Танзиля, рада тебя видеть. Инна. Добрый вечер, Лейла, привет из Израиля. Добрый вечер, Инна. Инна, я вас тоже часто вижу, ваши комментарии. Большое вам спасибо за поддержку. Так, Валентина Риттер, любимая моя Лейла, добрый вечер. Валечка, добрый вечер. Это тут моя, можно сказать, банда собирается. Хотя мне сказали не говорить слово банда, что могут меня забанить. Так, Валя, здоровается всем. Валентина Казадаева, да, добрый вечер, рада встрече, как здоровье? Все хорошо, я тоже рада, что вы ко мне зашли. Так, Данута, да, добрый вечер, спасибо вам, Лейла, очень приятно вас видеть и слышать, привет с Литвы. Мне тоже приятно, что вы ко мне зашли. Так, Белка пишет, Лейла, спасибо, родная, у меня все хорошо. Так, Ислам Плей, первый блогер из Ингушетии. Анна Суворова, добрый вечер, Лейла Ибрагим, рада вас видеть, добра, здоровья, семье и родным. Привет из Волгограда. Привет вам, Анна. Так, Галина, Лейла, дожди закончились, в огороде все растет, дожди закончились, уже 3-й день жара, ну, потихонечку. Последние годы меня не очень-то радует мой огород. Зужье, рукоделие, Танзила, Саежри. Так, она про Танзилову и Белку говорит, что они сестры, что ее сестры. Заина Богатырева, Лейла, приветствую вас и вашу семью. Как вы, как мама? Заина, все хорошо, все нормально. Я тебя тоже приветствую. Так, Валентина, я из Саратова, очень приятно. Так, друзья, я просто вышла в эфир. Задавайте, может быть, какие-то вопросы, какую-то тему, чтобы мы что-то с вами обсудили и было интересно. Так, Патимат Абдулхаликова. Ассаламу алейкум, Лейла, рада вас видеть. Ва алейкум ассалам. Я рада видеть вас тоже. Так. Наира, добрый вечер, добрый вечер. Данута, я подписана на ваш канал и всегда с нетерпением жду ваших новых выпусков. Большое спасибо, Данута. Танзила, Ях мама у нас особо не любит камеру. Да, ну Ях мама... Большая мама, получается, в дословном переводе. Ну, мои дети так зовут мою маму. Валентина, дорогие друзья, не забываем, пожалуйста, ставить лайки. Спасибо, Вальчика. Так, Татьяна Костенко. Лейла, добрый вечер. Приветствую вас из Ростовской области.
Привет из Израиля. Привет, привет. Я вам рада всем, друзья. Какая у вас у всех там погода? Вообще, Мадина говорила, что июнь обещают быть холодным, а июль обещает быть очень жарким. Ну, не знаю. Обещались у нас дожди на этой неделе, ну, как обещались по интернету, но ни вчера, ни сегодня их не было. Может быть, по республике есть, потому что там вероятность 50-60% дождей. Надежда Катышева. Добрый вечер. Рада вас видеть. Всем крепкого здоровья. Привет из Калмыкии. Я вас тоже рада видеть. Надежда Рая. Привет из Астаны. Привет, привет. Казахстану. Привет. Галя, Лила, ты часто говоришь о том, что зять и теща с тестем не видятся, а на такие большие праздники, как Ураза Байрам, зять приезжает в дом к теще и тесте. Может, есть какие-то исключения? Зять, в принципе, может приезжать и на праздники, и без праздника, в любой день. Просто единственное, что он не появляется на глаза к тесте и тещу. А так он может приехать. Так, сейчас дальше. Анна Суворова. Благодаря вам очень хочется побывать в Ингушетии. В апреле были в Пятигорске и в Ессентуках. Очень нравятся горы. Приезжайте, у нас тоже в горах есть хорошие туристические базы. И они открываются сейчас и усовершенствуются. Так что приезжайте, у нас есть очень много красивых мест, которые можно посмотреть. В Казахстане 16 градусов. Зара 026. Ассаламу алейкум. Смотрю вас из Франции. Спасибо, Зара. Так, Руслан Балан, здоровья вам и вашим близким. Спасибо, вам тоже здоровья. Роза, лайк вам, спасибо. Инна, у нас в Израиле очень жарко. Сегодня в городе Твери, в котором я живу, был плюс 28. Лейла, у вас летом вечером температуры высокие, но по вечерам не такие высокие. Сегодня у нас тоже было где-то 30 точно. А вечера нет, не такие бывают. Прям вечером очень такая хорошая, приятная погода. Да, как Танзила говорит, ночью прохладно. А чуть-чуть раньше, так вообще по ночам было очень холодно. Минск сегодня 8 плюс 18. Ну, у нас 30 плюс больше даже может быть, потому что было очень жарко. Так, Роза Мария Сердик Хейл, всем доброго времени суток. Хейл Сердик Роза, спасибо, что зашла на эфир мой. Так, ну, насчет зятьев, которые могут показываться или не могут показываться, эта тема все развивается и развивается. Новые подписчики про это спрашивают постоянно. Недавно буквально у меня был комментарий Валентина Сирина. Добрый вечер, Лила, приятно вас видеть и слышать. Друзья, ставим лайки, не забываем. Валентина, мне приятно вас видеть, что вы в эфире. Я что-то давно не видела ваших комментариев. Валентина, по-моему, одна из еще с первых моих подписчиц, преданная моя подписчица. Я очень рада вам. Как у вас дела? Как ваше здоровье? Все ли у вас хорошо? Роза Мария Зуж, здесь сестренка, приветствую. Так, это они между собой. И, короче говоря, обычно вот если есть дома девушка незамужняя, то зять, конечно, обязательно на праздник, на Уразу Байрам обязательно приезжает в гости и заходит, и с друзьями своими. И они долго сидят, он и подарки привозит своей сестре, своей жены, получается, да? И может просто подарок привезти, может деньгами. А вообще, если после вот замужества, после женитьбы, как он женился, первый раз, когда обычно идет в дом своей невесты, своей жены, получается, уже, он уже именно вот старается поехать именно на Мархаж, на Уразу, и везет с собой и сладости ящиками. Вообще это проходит так вот как-то празднично очень. Так, Рая, ты классная, молодец, спасибо. Юлия, Россия, доброго времени суток. Лейла, как приятно вас видеть. Ибрагим, привет. Привет тебе тоже, Юлия, я рада тебя видеть тоже. Так, Мадина. Роза Мария из Ужья. Так, это между собой. Это тоже между собой.
Так, Инна пишет, Лейла, сын Тензила прекрасно танцует, он профессионально занимается танцами? Нет, он немножко, по-моему, в детстве совсем еще совсем маленьким занимался, а так давно не занимается. Просто как бы любитель. Любовь, Одесса, привет из Одессы, крепкого здоровья и мирного неба. Добрый вечер вам тоже, Любовь, Любочка. Мирного неба вам, действительно. Ирина Говорышкина, Лейлочка, добрый вечер. Я не опоздала. Нет, нет, Ирочка. Только сейчас увидела эфир. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Ира. Я рада тебя видеть. Так, Патимат Абдулхаликова. Лейла, у вас на канале очень мало сладкого. Будет в дальнейшем. Постараюсь. Я не очень большой любитель сладкого и выпечки, если честно. Но будем исправляться. Потому что вчера Ибрагим попросил у меня денежку что-то купить к чаю сладкого, позавчера. И про себя думаю, нет, надо уже начинать печь дома. Так что так. Валентина, да, Лейла, не так часто захожу в интернет, так как не все хорошо со здоровьем у меня и у моей дочери. Ой, Валентина, здоровья вам, и вашей дочке. Не болейте. Мадина, Сердик, Хейл, Сердик. Так, Вазиф, да, смотрю с удовольствием, спасибо. Так, Галина, Лейла, а подарки на праздники вы дарите зятю? Ну, обычно у нас как, когда на праздник приезжает зять, то, ну, зять любой вот из мужчин, а у нас же обычно как платочки, есть такие сейчас чемоданчики, что-то там, четки, разные вот такие вот вещи придумали, подарочные вещи, да, как бы Устющ, это получается сестра его жены, дарит обязательно зятю и его друзьям, ну, типа подарков, или подарки, или дорогой платок. Сейчас очень много этих разных вещей подарочных у нас выпускают, продают, и да, делаются подарки. Валентина, спасибо, Лел, за поддержку. Так, Светлана Козылбаева, ваш внук просто красавец, дай Аллах, чтобы все у него будет хорошо. Аминь, спасибо. Наталья Глухова, доброй ночи из Пензенской области. В июле едем в Чечню, были весной там, Кавказ в моем сердце. Счастливого вам пути. Вы будете проезжать через Ингушетию, если едете в Чечню. Так что заезжайте. В Чечне очень много, конечно, туристических мест. Нам не сравниться с этим. Мы только начинающие, можно сказать, в этом плане. Но у нас тоже очень много красивых мест именно в горах. Так. Салпогоров, да, по-моему. Такой приятный голос, хочется слушать и слушать. Спасибо вам большое. А мне одна написала недавно буквально комментарий, что я как-то подделываю голос, что голос как у молодой девчонки, а сама я типа, ну если корректно сказать, то в возрасте было там, ну а там было по-другому написано, что у меня не такой голос, что я это все подделываю, но не знаю, как можно, тем более сейчас прямой эфир, как я подделываю. И подделывать 2 года подряд голос, по-моему, просто невозможно. Ну, вот Всевышний меня одарил таким голосом. Я его не считаю, если правду. Я сама, честно вам признаюсь, когда я переслушиваю свою съемку, мне бывает до такой степени противно. А потом мне ребята объяснили, что каждый человек свой голос просто не любит. И кажется, что он плохо звучит у него. Так что вот так вот. Роза Мария. Лейла, недавно начала смотреть твои видео. Делаю это с удовольствием. Дочки очень позитивные. Ты очень душевный и позитивный человек и духом сильным. Этой энергией ты всех заражаешь. Спасибо большое. Лида, добрый вечер. Я, как всегда, узнаю о прямом эфире в последнюю очередь. Здоровья, мира, добра нам всем. Мне тоже понравился Расул в танце «Орел». Спасибо большое. У него были еще много съемок, но, к сожалению, они снимали вертикально, а для Ютуба так не получается нормально. Поэтому вот только единственная была вот эта съемочка, смогла я вставить. А так он с девчонками танцевал, там красивые танцы у него были, но, к сожалению, не смогла я их включить. Райка, Лейла, как давно вы занимаетесь блогерством? Третий год, дети?
Блогерством 3-й год занимаемся? Почти. Или 3 года? Ой, 2 года, 3-й год, видите? Да. Да. По-моему, в сентябре 3 года будет. Представляете, как быстро время идет. Ирина Гаврюшкина, Лейла, это комплимент. Печенька, добрый вечер, Лейла. Я восхищаюсь вами, дай Аллах здоровья вам и вашим близким. Спасибо, Печенька, вам тоже и здоровья, и вашим близким. Да и всем-всем, друзья, кто меня слушает сейчас, кто будет меня слушать, всем я желаю здоровья, мира и добра. Галина, два странных комментаторов. Да, странных комментаторов хватает на Ютубе, да. Так, Инна, Лейла, у вас замечательная семья, вы все-таки все такие дружные, всегда смотрю вас с удовольствием и жду с Мадиной, мы коллеги. Я учитель-логопед. Аишка не у вас в гостях, славная девочка? Нет, они уехали вчера. Вчера. Воскресенье. Да, в воскресенье они уехали, позавчера. София, Лейла, они тебе завидуют. Не знаю. Алла Родичева, Лейла, добрый вечер. Скажите, сколько человек проживает в вашем селе? Ой, я точно. Ибрашка, ты знаешь? Сколько в Канташеве людей проживает? Алла, к сожалению, я не знаю. Алла тоже моя постоянная подписчица. Но я узнаю, сколько нас. Я как-то не... Вообще-то ты можешь проверить, да. Так, Наталья Трифонова, вы очень добрые, хорошие, и не обращайте внимания на эти выпады. Не знаю, я вот уже 3-й год веду канал, но привыкнуть к этому почему-то не могу. 18 500. Так, 18 500 жителей в Канташево. Село у нас, конечно, не маленькое. Голос у тебя прекрасный. Так, Розу... Не маленькое. Большое село. Так, Роза Мария Галина, иногда сказать странных, это ничего не сказать. Евгения Музенко, добрый вечер. Вы большая умница, труженица. Спасибо. Патимат, очень приятный голос у вас. Вы очень добрая женщина. Спасибо. Так, внук ваш где? Дома, у него экзамены. Валентина Сирина, Лейла, а получаете что-нибудь или отменили у вас монетизацию? Просто это такой труд, что важно получить какие-то деньги. Вот сейчас была у меня реклама. Ну, если была реклама, то да. Да, я получаю, но, конечно, в разы меньше, чем раньше. Намного меньше. Если включен VPN, то реклама идет, и, естественно, мне тоже идет деньги. У нас как Инстаграм же отключили, и через VPN смотрят. Вот если VPN не выключив, смотрят мой YouTube, ну, мой любой YouTube, то монетизация есть. А так монетизация есть, просто за рубежом. Кто смотрит из-за рубежа, вот от них идет какая-то зарплата, а с российских просмотров нет, если только не включен VPN. Так. Я слушаю одним ухом. Вип, какой прекрасный внук у вас старший. Да, Расул хороший пацан вырос, хороший парень вырос. Натали Таро, привет, Лейла с Волгограда. От Натальи, вы классные, спасибо. Заина Богатырева, Лейла, когда сами будете отдыхать, ну, хоть ненадолго куда-нибудь поехать, вам набраться сил очень бы хотелось, но никак не получается у меня выбраться. Каждый год собираюсь, но никак. Так, Лида, ну почему нельзя жить дружно? Ложка дегтя в бочку с медом. Ну, это бывает так. Так, Валентина, мы же за рубежом. Ну если вы за рубежом, то, конечно, от вас идет копейка, идет, капает. Инна, у вас прекрасный голос и, на удивление, такая правильная русская речь. Здоровья вам и вашей семье. Как называется ваше село? Как далеко оно находится от Назрани? Село называется Кантышево. А вот сколько? Ибрашка, сколько километров Кантышево от Назрани? Я как-то этими вопросами не очень интересовалась. Латвия, ну да, от вас идет. Сабина, ассаламу алейкум, Лила. 12 километров. 12 километров Кантышева от Назрани. Мерз Маршал Австрия. Валейкум ассалам. Спасибо, Сабина. Так, Ирина, теперь всегда буду включать VPN. Спасибо. Вип, как здоровье Танзилы? Ну, более-менее, можно сказать. Алхамдулилла. Правда, вот она была у меня в гостях. Первый день было все нормально, на второй день ей немножко стало не здоровиться, и она по-быстрому собралась и уехала. И уже эти 2 дня звонит, что у нее все-таки не так уж важно здоровье. Да, Танзила, ответь, как у тебя там здоровье сегодня?
Анастасия Снегирь. Дорогая Лейла, очень нравится именно ваш формат видео, когда вы просто готовите и разговариваете одна или с девочками, как будто вы в гостях у вас побывало, так уютно и тепло. Так, Зужья Сабина, алейкум ассалам, варахматуллах, Машёл из Белоруссии. Анастасия Снегирь, моих родителей уже нет в живых, около вас греюсь душой. Спасибо, Анастасия, спасибо большое. Девочки, меня иногда сбивают с толку действительно комментарии, которые пишутся, что я много разговариваю. Да, я знаю, я замечаю, что я говорю, что я разговариваю. И, наверное, девчонки, которые со мной в личке общаются, знают, что я очень общительный человек, я иду на контакт, я много разговариваю, я за это, ну, за собой это чувствую. Но не разговаривая, как я могу вести канал, который не кулинарный, по идее. Мне, наоборот, нравится общаться, но меня многие как-то вот поддевают этим именно такими комментариями, что много болтаете, много говорите, слишком много говорите. Быстрее покажите вот рецепт, особенно в последнее время они были. Они просто выбивают меня из колеи. Я знаю, что не надо замечать, нет, но вот снимать, ставить камеру, снимать у меня не получается. Если я день-два не сняла, все, уже на третий день мне совершенно не хочется снимать. Вроде бы ничего такого нет, ничего оскорбительного не пишут, но я не могу это еще перебороть, вот, хотя вот давно работаю. Сколько хороших комментариев, но вот один такой меня просто выбивает из, не знаю почему. Лейла, в одном из последних видео Аиша так ловко раскатывала тесто, умничка, уже помощница. Так интересно наблюдать, как развиваются дети. Вот и про Ишку, вот как раз про это тоже там было сказано, что вот девочка с грязными руками там готовит, они потом делают на заказ. Это, во-первых, это не было заказом, тоже у меня в ролике я об этом говорила. Я никогда девчонки, даже, у меня даже мальчики всегда, когда я занималась тестом, когда были мои мальчики маленькие, я им разрешала со мной же лепить и готовить, и жарить, и все делать. Никогда не возбранялось у нас это в доме, если дети хотят помочь приготовить, хотя мне даже говорили, как ты хочешь возиться с детьми, вот так вот и объяснять им что-то. Но это так и должно быть, чтобы постоянно дети были рядом с вами, чтобы дети знали, что они нужны, они необходимы, чтобы они чувствовали, что вот действительно они что-то делают. Моя точка зрения вот такая вот, ну, если я бы готовила заказ, тем более, да и без камеры бы я никогда в жизни ребенка не подпустила бы к заказу. Как я могу ребенку давать тесто, которое я потом на заказ продам из него что-то? Ну, действительно, неадекватных, ну, как бы, я не знаю, неадекватных даже не хочется сказать, ну, непонятных людей много, специально это делается, я не знаю. Вот так вот. Так, вообще, мне кажется, Кантышев самое большое село. Я точно не знаю, но у нас есть еще, по-моему, побольше село. Но село большое, да. Алида, я смотрю из Германии. Спасибо. Елена Сельбах. Здравствуй, дорогая, любимая Лейла. Желаю вам крепкого здоровья, счастья всем, мира и добра. Добрый вечер, Леночка. Спасибо, Леночка, тоже моя постоянная подписчица. Так, что-то я тут сделала. Сейчас, минуточку, друзья. Так, Светлана Попова, добрый вечер, привет из Украины. Я постоянно смотрю ваши видео, у вас прекрасная семья, всем здоровья и мира. Спасибо, Светлана, вам тоже здоровья и мирного неба над головой. Так, Ирина, дай Бог тебе крепкого здоровья. Спасибо. Анна, добрый вечер, Лила, привет из Дагестана, добрый вечер, формат отличный. Рая, самое большое село в Ингушетии, да, вот я хотела сказать, это Кажево. Я точно не знала, поэтому и не говорила. Я знала, что еще одно село больше, чем Кантышево. Так, Юлия, так все, подключаем VPN. Натали Тараулейла, это ваш канал, разговаривайте, я все время вас слушаю и не слушайте никого. Тандила Индива, у меня тоже рекламу показывают. Но Мадина мне тоже говорила, что у нее несколько реклам на английском языке на моем канале идут. Елена, безмерно благодарна вам за вашу поддержку, теплоту души. Спасибо, Леночка, спасибо. Так.
Роза Мария Лейла, так именно то, что ты разговариваешь параллельно, и есть изюминка канала. Заина Богатырева, Танзила, здоровья тебе, спасибо. Дай Аллах, Танзила, здоровья, амин. Ирина, Лейлочка, мне очень нравится, когда ты много говоришь, особенно когда что-то рассказываешь. Спасибо. Алла, мне наоборот нравится, что вы общаетесь на видео. Так, Лена, Танзила, желаю здоровья. Так, Натали, здоровья. Танзила, так. Райка, как можно такое говорить? Я тоже в возрасте 56 лет. Мне говорят, что голос молодой. У всех по-разному. Ну, я не знаю, действительно, у меня такой голос, что мне сделать с ним, я же не могу. Но иногда такие вещи просто пишут, которые можно просто промолчать, больше не заходить на канал. Да я даже не себе говорю, даже другим блогерам. Почему люди думают... И, во-первых, знаете, еще такой вопрос. И мне, и другим говорят, что вот вы вышли на экран, как бы вы впустили, вы свою жизнь показываете на показ, вы должны быть готовы к этому, вам будут и то писать, вам будут и это говорить. Но это же не значит, если мы впустили кого-то, ну, мы открыли канал, я имею в виду, ну, в моем лице, ну, мое понятие, может быть, я не права, это же не значит, что человеку написать все, что угодно и оскорбить его. Я понимаю, можно критиковать, конечно, и свое мнение высказывать, но это же все можно говорить тактично, порядочно как-то. Одно и то же можно сказать и красиво, и так, что вот потом человеку бывает больно. Во-первых, иногда такое пишут, что ты в лицо человеку этого не скажешь, а там пишешь. Это тоже неправильно. Во-первых, это даже неправильно с той точки зрения, что вы видите меня, а я вас не вижу, я вас не знаю. Вы меня знаете, а я вас не знаю. И вы можете хоть что мне написать, ну, мне, любому блогеру. И, конечно, это неприятно. Но если вам так противно, так не нравится, это же просто не заходить на канал. Я опять говорю, не то, что на мой канал, это мое мнение. Если мне человек не нравится, если мне блогер не нравится, пускай 1000 раз в день он мне в рекомендуемый выйдет, я его не посмотрю и не смотрю. У меня есть много блогеров, которых я не хочу смотреть, они мне не нравятся, я их просто пропускаю. Поэтому не знаю, просто за все это по-любому же и отвечать придется. Вы человека обидели, вы сделали человеку больно. И когда-нибудь все равно за это будете держать ответ. Так зачем просто ради того, чтобы это написать, тем более написать не то, что есть, и потом за это отвечать? Лучше, по-моему, просто промолчать даже. Ну, это мое мнение. Потихонечку учусь, конечно, пропускать, но все равно осадок остается, долго прихожу в себя, особенно если какое-то оскорбительное что-то пишут, а такое тоже бывает. Анастасия, вылизанные кулинарные видео я вообще не люблю, а ваши видео теплые, естественные, простые, яичко со скалкой, вообще очарование. Ну вот именно вот про кулинарию еще я хотела сказать, да, действительно, если я не буду разговаривать, если я не буду вести блог, а именно чисто кулинарию, я не умею так снимать. Я не умею, я не буду. Во-первых, ну, может быть, там нескольким людям я буду как-то интересно, у меня и канал, и двигаться не будет, потому что ну, не умею, это, у меня нет такой подачи, как кулинарный канал, это ну, должно быть все четко, красиво, и готовить. Я обычно готовлю, я не кулинар, я не профессионал. Я показываю то, что просто я делаю для себя, для своей семьи и не специально. А если кулинарный канал, то мне нужно, конечно, только чисто делать готовку, покупать продукты, придумывать какие-то рецепты, чтобы было интересно. Но это не мое просто. Если вам не нравится то, что я разговариваю, а какое-то блюдо нужно, да сколько в интернете этих блюд и безразговорных, и с разговорами, и просто даже написанных, поэтому, ну, не знаю, зачем просто даже это писать и говорить мне. Так, я своим внукам тоже разрешаю помогать на кухне, Алла. А им интересно, действительно, детям очень интересно помогать, они прям вот такие гордые бывают, что вот помогают, что-то делают. Наталья Зимина, доброго времени суток, привет из Питера, будьте здоровы и счастливы, спасибо. Ибрагим, посмотри, там не постучал кто-то. Так, Юлия, а мне нравится, когда вы разговариваете с нами, особенно когда вы что-то делаете, разговариваете с нами, особенно когда рассказываете про свою жизнь. Спасибо, Юлечка. Так, Азия, ассаламу алейкум, Лила, валейкум ассалам. Так, Сагви.
Галина Насонова. Лейла, не обращайте внимания на завистливых людей. Вы лучшие, говорите и говорите, а мы будем вас смотреть и слушать. Да это даже не из-за зависти, нет. Я не могу сказать, что они завидуют. Не знаю, это просто, ну как-то, я даже не знаю, как это назвать. Ну, не зависть. Зужи Асия, алейкум ассалам, варахматуллах. Так, Наталья Лила, включите донат, пусть помощь вам будет. Да мне и за то, что я там карту поставила, тоже много было. Хотя я не ставила, это все делает Ибрагим, и непонятно, короче говоря, и за это писали, и угрожали даже. Много что было. Галина Иванова, Танзили, крепкого здоровья. Спасибо. Райка дал и вы знаете, вот когда у меня есть съемка в прошлом году, когда мы ездили в горы на родину моих предков, в тот день у меня были такие комментарии, вы не поверите, что со мной в тот день происходило. Я вообще боялась выехать, и угрозы, и проклятия. Что только меня трясло, я вообще даже хотела и поездку отменить. Практически не спала всю ночь, и на утро в каждом ролике, в старых, в новых, в каждом ролике под какими-то комментариями были написаны комментарии, угрозы, что и убьют меня, и что моих детей убьют. Чего только не было. Это вообще страшно было. Пока, когда второй сын мой встал, и он видит, что я потерянная, растерянная. Он говорит, что случилось? Я говорю, да заблокируй ты ее, и вообще не бери в голову. И вы знаете, вот пока вот ехала, вообще все кружилось в голове, зачем мне это вообще все нужно было. А потом как-то уже все вместе, когда собрались, все это забылось. И прошло, и этот человек больше ко мне не появился, но вот это вот было очень как-то вот и страшно, и не по себе. Кто это был, я так и не поняла. Валентина, все хорошо, если вы говорите, у вас всегда светло, тепло и вкусно, продолжайте и так дальше. Но хотелось бы внизу распечатку продуктов, сколько и чего надо. Хорошо, Валентина. Я всегда забываю это Ибрагиму говорить. Ролик-то делает он у меня, я снимаю и отдаю ему, ну, пишу, где, что, зачем соединить, а потом забываю, чтобы в описании написать рецепт. Надо будет взять себя в руки, написать это, сделать это все нормально. Просто столько всего, вы знаете, мне нужно вовремя выпустить этот ролик. Тут подоить корову, там огород, здесь приготовка. У меня вот так вот все бывает. Тут прям вот кавардак бывает. Может быть, осенью женится, сын немножко разгрузит меня. Так, Заина Богатырева, Лела, для всех хорошим не будешь, будьте собой и делайте так, как вам нравится, это ваш канал. Ну, я знаю, что, конечно, я хорошая не буду, но я и говорю, пускай меня критикуют, пускай мне говорят на мои какие-то, может быть, неправильные, что я неправильно делаю, но это же можно сказать так, чтобы человека не обидеть, прям вот не оскорбить. Любого, и меня, и любого. Так, по-моему, я опаздываю далеко. Барно Мусаева. Лейла, добрый вечер, Лейлочка. Привет из Узбекистана. Рада вас видеть и слушать. Я тоже рада, Барно, что вы зашли ко мне. Спасибо вам большое. Так, Асия, Лейла, я не знала, что у тебя есть канал. Асия Баркинхоева. А ты меня лично знаешь? Так, Галина, я всегда на эфирах спрашиваю про котов. Уже спят или рядом где-то? Нет, летом коты у нас из кухни не вылезают. Это зимой они здесь, они, видимо, там. Так, Соя, да? Я также смотрю рекламу Германии. Всех благ вам и главное здоровье. Да, если Германия, то монетизация идет. За рубежа идет монетизация. Так, Вип, сколько длится эфир? Ну, сколько мы хотим. Так, Инка Асия, Сердик Халхалила, Хахил Сердик Машор, я рада тебя видеть. Танзила Индила, кстати, я выиграла, спасибо всем вам за поддержку. Да, девочки, я просила многих девочек, чтобы они там в Инстаграме что-то сделали. Танзиле помогли, Танзила выиграла какие-то крема. Зужи Аська, так, Вип, мне тоже нравится вас слушать, мне 30 лет, спасибо. Так, Людмила Череповская, добрый вечер, Лила, и всем, кто в чате, добрый вечер. Анжелика Турцевич, Танзила, а что выиграла? Крема, Анжелика. Так, Вип, люблю вашу семью, спасибо.
Ингасия как-то еще так. Зайнаб Сердик, Халила Хайл Сердик, Юлия Вербицкая. Добрый вечер и мир вашему дому. Очень нравится вас смотреть. Ваш опыт и мудрость бесценны. Спасибо. Большое спасибо, Юлечка. Танзила Индиева, я больше в Инстаграме. Ты вообще в Инстаграме, а не больше. Вип, вы очень добрый человек. Спасибо. Асия Баркинхоева, это ты мне? Да, Ася, ты меня вот лично знаешь ты меня или просто... Так, Ася Бархенкоева, да, я тоже не люблю каналы, например, А4, он издевается над едой. Инга, Ася, ничего, я сейчас все буду. Так. Это они между собой. Анжелика Тусевич, приезжайте почаще к маме, так люблю ролики, когда вы вместе. Так, но он, да, здравствуйте, а где ваш котик? Привет из Москвы, только что Галя спрашивала. Коты где-то, наверное, или на улице, или на кухню. Они летом обычно сюда не заходят. Очень редко сюда заходят. Так, Евгения Музенко. Как вы правы, можно высказать свою мысль тактично, естественно, без оскорблений. Да, я и говорю, действительно, ни один блогер не будет всем мил. Кто-то, может быть, хочет как-то поправить, прокритиковать, посоветовать. Но это можно действительно как-то без оскорблений. Мы же в принципе не оскорбляем людей, которые стоят перед нами, да, вот. Все равно это делается только за глазами. Если ты этого человека не обидишь, не оскорбишь лично вот так вот при встрече, то зачем это делать на каналах? Ну, наверное, они так получают удовольствие. Евгения Музенко, как вы... Так, это я уже сказала. Райка, не обращай внимания на таких людей. Гульбана Нурканова, доброе время суток. Лейла, рада, что попала к вам на эфир. У нас в Казахстане, Астане 12 часов, да, у нас большая разница. Спасибо. Галина. Лейла, не надо оправдываться, как вам нравится, так и ведите себя. Лично мне нравится. Спасибо. Питер. Лейла, не обращайте внимания на негативных людей. Они были и будут. Бог им судья. Вы очень хороший человек, очень приятно вас слушать. Мир вам. Спасибо. Конечно, я знаю, что я мир не изменю, людей тоже. Патимат Абдулхаликова. Лейла, есть такие типы людей, которые только и хотят людям сделать больно. Просто удалить таких и все. Зачем себе нервы портить? София, они вредничают, потому что пишут ерунду. Натали, Таро, ну это же работа на Ютубе, а сейчас не платят ничего, поэтому донат нужен, никого не бойтесь. Нет, я так не боюсь, в принципе, этого. Ну, просто потом начинают говорить, что вот просят или в этом плане. Теперь-то я понимаю, что это их не надо было бояться. Но... Лариса М., привет большой из Ярославля. Вы очень приятная, мудрая и добрая женщина. 100%. Только здоровья, мира и тепла. Спасибо вам тоже. Демид Дабаева. Лейла, добрый вечер. Так, вы все делаете правильно и интересно. Не расстраивайтесь, пожалуйста, всех благ вам и вашей семье. Спасибо. Асия Баркинхоева. Аллах слышит, Аллах видит все, Лейла. Иншаллах, все будет хорошо. Не бойся, делай ламаз. Амин, амин. Да я, в принципе, не боюсь, кроме Аллаха и никого, ничего страшного. Просто как ну, смятение все равно тогда было. Это было первый раз, чтобы вот так вот и говорили, и оскорбляли, и угрожали. Это какая-то атака была в тот день, я даже не поняла этого. Елена Шатрова, Лейла, наглых комментаторов сразу в бан. Так, Елена Шатрова. Лаванда Горная, добрый вечер, Лейла, добрый. София, когда это было? София, помнишь, когда я ездила в горы? Вот день, когда я ехала в горы, у меня вот всю ночь и утро была вот эта вот именно атака такая, что где-то, знаешь, с часу ночи и до утра в каждом ролике под несколькими под комментариями не просто писалось, потому что я это сразу удалять могла, а уже когда под комментариями пишут, это приходит в творческую студию только. И вот под какими-то комментариями я удаляю, они пишут, я удаляю, они пишут. Это было вообще что-то, я даже не понимала, что это такое. Так, Гульбанур, хоть и поздно, но побуду с вами, жду вас, всегда ваш блог. Спасибо, Гульбанур. Татьяна, добрый вечер, Лейла. Случайно узнала, что идет прямой эфир, рада вас видеть. Спасибо. Елена Шатрова, я ролик о поездке в горы неоднократно пересматривала, он прекрасен, спасибо.
Мне самой тоже понравился, и ролик сам понравился, и в тот день, вот, хотя утром настроение было, конечно, испорченное, но потом все вот так, действительно, я была, хоть и живу в горной республике, вот так вот в горах, чтобы поехать отдыхать, была в первый раз. Так, Евгения Мусенко, да, действительно, блокируйте злых людей, зачем вам этот негатив? Рукоделие от Белки-Стрелки, София, добрый вечер. Так, Алиса, уважаемая Лила, смотрю вас постоянно и с большим удовольствием. Преклоняюсь перед вашим трудолюбием, счастья вашим прекрасным деткам. Люблю вас и ваш канал. Огромное вам спасибо. Так, Галя, так. Инна, Лила, пионы уже цветут у вас. Это мои любимые цветы. Побольше показывать огород, ваши обычаи, кухни, рынок. Из Израиля тоже идет монетизация. Да, идет. Да, пионы, которые в том палисаднике расцвели, эти еще нет, потому что тут тень большая перед домом, которые. А там, на заднем участке, там уже сегодня не сняла, думаю, надо будет снять. Завтра утром обязательно сниму. Цветут, и запах такой. Но это молоденькие кустики. Так что вот так вот. Валентина, да, это такой труд. Всем, кому не нравится, в бан продолжайте. Не останавливайтесь. Мы с вами. Спасибо, Валентина. Так, Танзила пошла спать. Райка, совершенно верно. Манлина, здравствуйте, Лила. Делала рулет от Танзилы. Один провозилась 2 часа. Тяжело отделять курочку от костей. Танзила за 5 минут это делает. Это просто несколько раз нужно сделать, тогда получается. Я сама тоже долго вожусь. И так быстро, как Танзила, у меня, конечно, не получается. Просто, ну, еще я их крайне редко делаю. Так, Ася Баркинхоева, у вас котики? Да, у меня 2 кота, которых у меня живут в доме. И, наверное, котов 10, которые живут во дворе. Еще и котята сейчас прибавились. Так, Мария Бродарская. Лейла, не обращайте внимания, чем больше будет число подписчиков, тем чаще будет встречать негативных людей, неадекватных людей на своем канале. Берегите себя. Да, вот как раз это и было, вот когда вот начался именно такой большой негатив, когда вот у меня резко пошли подписчики. В течение месяца было 28 тысяч подписчиков за месяц прибавилось. И вот тогда вот шел, это вообще было страшный негатив, конечно, тогда шел, но потом уже все так нормализовалось. И вот не последние где-то недели 2, наверное, тоже вот нет-нет, да подковыривают, не знаю, с чего бы это. Зухра, добрый вечер, ролики интересные, приятно смотреть ваши ролики, многому можно научиться, легкий рецепт. Спасибо, Зухра. Так, Ирина, так, Наталья Гурская, здравствуйте, уважаемая Леева. Не знаю, успела ли на прямой эфир, я всегда с вами, кому не нравится, чем тогда смотрите. Мне все нравится, будьте собой, не нужно, все отлично. Спасибо. Так, Лида, скоро нас будет 50 тысяч, будем надеяться. Дана Абетова, ассаламу алейкум, варахматуллахи, баракатуху. Смотрю с Казахстана, мне нравится, как вы рассказываете видео, нравится, где готовка. Валейкум ассалам, спасибо большое, Дана. Так, про респект. Лейла, как дела, сколько вам лет? Дела нормально, лет мне 55. Мария, Лейла, на кого вы учились в училище? На бухгалтера. Галина, дорогая Лейла, завтра обязательно досмотрю эфир, сейчас попытаюсь уснуть, рано вставать на работу. Доброй ночи всем. Доброй ночи, Галечка, конечно, отдыхайте. Дана, для меня не болтовня, все по делу, правильно и семья приятная. Спасибо. Лариса, лайки не забываем, спасибо. Натаван, да, Лейла Ханум, мне очень нравится ваша грамотная речь, приятно было удивлена, когда начала смотреть. Покоя, счастья вашей семье, спасибо. Лина, ассаламу алейкум, Лилуш, и все, кто в чате, алейкум ассалам. Райка Кошмар, блокируйте, берегите себя, спасибо. Ася Кузикова, Бисберка Тихейл Халила, люблю смотреть ваши видео, дал эту баку, подал дукьохильху, очень-очень хороший человек. Дал Беркатиюль Асяха, Бис дукьяхильху, спасибо большое. Заина Богатырева, Лейла, почему-то не всегда приходит оповещение новых видео, думаю, у меня только так. Нет, YouTube так работает, бывает. Лилочка, только надолго никогда не пропадай из эфира. Без твоих роликов день прожит зря. Спасибо, Ирочка. Фатима Тачиева, Лила, сколько лет вы готовите?
Я готовлю, ну, где-то примерно лет с 12. Потому что у меня мама все время была на работе. Моя сестра вышла замуж, когда мне было вот 12 лет. И считайте, с 12 лет какие-то попытки готовки начинались с 12 и уже до сих пор. И, в принципе, я, да, любила готовить. Ира, и если бы я как немножко пораньше бы задумалась над этим, наверное, бы в какое-нибудь кулинарное поступала бы. Теперь немножко жалею. Ира Шарова. Отдыхаю душой, когда смотрю ваши видео. У вас прекрасная семья, вы молодец. Спасибо. Так, Лила, ты мне очень нравишься. Я с Греции смотрю тебя с удовольствием. Спасибо большое, но я прочитать не смогу, кто вы. Спасибо большое. Инна. Танзила, хочется тебе чаще видеть у мамы. Здоровья тебе, а сыну твоему надо профессионально заниматься танцами. Лила, жду видео с пионами. Хорошо, Инночка. Ася, Лила, это телефон моей мамы. Мое имя Амина Баркинхоева. Ну хорошо, тогда Амина. Так, добрый вечер, Лила, как у вас дела? Бабушка Салмашел, добрый вечер, все хорошо. Бабушка тоже хорошо. Так, цветочек, всем здравствуйте. Арзуньязова Кадырова, ассаламу алейкум, саламаты, алейкум ассалам. Алиса Амилова, здравствуйте, вы еще придерживаетесь диеты и насколько похудели и как улучшили самочувствие? Вы знаете, нет, как я начала держать пост с диеты, я сошла и никак на эту диету пока не сяду. Вес такой же, прибавила, правда, вот как прибавила 1 килограмм, 77 килограмм, 75-76 у меня стояла. Сейчас 77 тоже стоит уже месяц, 77, потому что я немножко контролирую себя, но на правильное питание полностью не села. Так просто не ем после 7, стараюсь, но все равно строго почему-то вот не могу снова войти в русло, но обязательно войду. Барно. Лейла, показывайте почаще ролики про поездки в гости к родственникам. Ваши обычаи, традиции очень интересно. Постараюсь, но я так редко выезжаю, редко выхожу, поэтому у меня завтра выйдет ролик. Я была на свадьбе, но я не собиралась, девчонки, снимать, потому что ну, есть такие места, где как бы снимать мне неудобно. Ну, просто по менталитету, по нашим вещам. Если бы я еще была моложе, я бы как-то снимала, да, а в возрасте не хочется. Ну, как-то я даже не знаю, ну, мои поймут. И тут я, ну, хорошо, обычно я даже не беру телефон, где вот я не собираюсь снимать, я не беру iPhone с собой. А тут взяла с собой iPhone, и я захожу, и сразу мои родственники говорят, ты что, не снимаешь? Я говорю, ну нет, мне неудобно, как-то не такие близкие получаются. Хотя близкие, ну вот не такие близкие отношения, посторонние люди, мне было неудобно снимать. Они говорят, да почему ты привела бы сына с собой, чтобы он снимал? Да снимай, иди, что-то неудобно, везде снимаешь, ты тут не снимаешь. Я все-таки сделала кое-какие съемочки небольшие, но все равно как-то вот, как у себя, например, как у Яндиевых, у себя, можно сказать, вот снимать как-то было некомфортно, неудобно, и не знаешь людей, не знаешь, будут ли они довольны съемками, хотя уже там я видела, что все довольны, всем нравилось, все хотели, чтобы их снимали, поэтому съемка была, но так немножко. Завтра будет кусочек свадьбы. Так, у меня есть задумки кое-какие, пока не буду говорить. Будет немножко другой формат, какие-то ролики другого формата будут. Есть планы, но не знаю, осуществятся или нет, поэтому не буду сейчас их озвучивать. И посмотрим, будет ли интересно или нет. Так, Амина, мой папа тоже на бухгалтера работал. Так, Мария Путилина. Здравствуйте, Лила. Я иногда не смотрю вас, а слушаю и делаю домашние дела. У вас очень приятный голос, ваши рассказы очень интересны. Спасибо вам, что остаетесь с нами. Здоровья, мира и благополучия вам. Вы знаете, я сама вот некоторые каналы, которые смотрю, в основном тоже слушаю. Просто когда убираю посуду или еще что-то делаю, слушаю и так громкой связи, а потом еще и через наушники. В большинстве случаев слушаю, потому что сесть и смотреть постоянно у меня нет времени. Как-то раз что-то заинтересовало, могу глянуть глазком одним, а так слушаю тоже. Людмила Черная, Лила, сколько людей, сколько и мнений, но хороших людей все равно больше, да.
Не переживайте так, что кто на вашем канале давно, все знают вашу искренность и доброту. Спасибо, Людмила. Натава, зависть гложет мелочных людей. Не обращайте внимания на отрицательные отзывы. Ну, опять-таки я скажу, это не зависть. Если бы это только зависть была, это не зависть, это просто, не знаю, совсем другое. Фатима Тачиева, Лейла Далмашу, Лотшан Масиняна, Делресхл. Маршал. Валентина С. Лейла, дорогая, очень вас уважаю, люблю всех ваших деток. Спасибо, Валентина. Тоже ваши комментарии я часто вижу у себя на канале. Огромное вам спасибо за поддержку. Всем, друзья, кто мне пишет комментарии в роликах, я благодарю вас безмерно. И даже хочу немножко извиниться, наверное, потому что не всегда, не на все отвечаю. Вы меня простите, действительно, иногда такие дни бывают вообще перегруженные. Может, не то, что может быть, а много, я знаю, что много комментариев, на которые я не ответила, но имейте в виду, что я их все читала, просто написать, ответить не бывает времени, а просто поставить сердечко тоже как-то не хочется, хочется как-то хотя бы написать спасибо. Поэтому простите меня, если я вам не ответила. Так, Амина, адикхейли бисдяк алхейл, мне нужно делать ламасал машал. Амина. Спасибо, что зашла, большое тебе спасибо. Ламас дал болта. Так, Валентина, Тандила, поздравляю с выигрышем. София, Ирина, я тоже с Греции. Так, Антонина, Лила, всегда с удовольствием смотрю вас, как можно вас критиковать. Вы такая позитивная, умная, тактичность, счастья вам и вашей семье. Нет, критиковать, конечно, меня можно, я не идеальна, у меня много чего неправильного, не так получающегося, но как-то корректно бы хотелось просто. Юлия Вербицкая, еще очень удивительно, что вы и ваши девочки достаточно открыты и не боятся многое выносить. А чего бояться? Ирина, Лилочка, как ваша мама, как ее здоровье? Алхамдулилла, мама хорошо. В ее возрасте, конечно, я молю Всевышнего и благодарна Всевышнему, что она вот так вот себя чувствует. Цветочек, Лила, смотрю вас из Нижнего Новгорода. Привет и воздушный мой поцелуй моей любимой Иришке. Спасибо Касперу, бабушке, вам и всей вашей семье. Спасибо большое. Так, Амина, я здесь. Юлия Александровна, не обращайте внимания, сколько людей, столько мнений. Да. Так. Что я пропустила? Вот Юлия. Заина Богатырева, Лейла, очень рада была видеть и слышать, пусть Всевышний бережет вас от всего дурного. Здоровья, благополучия вам и вашей семье. Я вас обожаю. Спасибо, Заина. Вам тоже и здоровья, и удачи, и всего-всего хорошего. Аминат Умарова. Добрый вечер, Лила. Я всегда смотрю вас. Мне очень нравится ваша семья. Большое спасибо вам. ТикТок. Лейла, что выиграла Тандила? Я пропустила что-то. Французские крема, говорит, выиграла. Но она там не столько крема хотела выиграть, сколько у нее было так, как бы сказать, дело чести. В последний момент мы вообще расстроились. У них какой-то я даже не разбираюсь в этом, конечно. Конкурс шел где-то неделю. И в последний день конкурса раз и выскакивает одна. У Танзилы было там где-то 150, по-моему, голосов. А это сразу выскакивает. Всю неделю ее не было. И раз и выскакивает у нее 180 голосов. Все, Мадина вообще расстроилась. Все, Танзила не выиграет. А потом оказалось, что там у нее были накрученные эти... как их, сердечки. Арзуниязова, Кадырова, все правильно у вас всегда. Спасибо, Юлия Александровна. Я тоже пропустила про Танзилу. Так я ответила. Инна, всем спокойной ночи, мира, гармонии, хорошего настроения. Спасибо большое, Инна. Анастасия, когда же новое видео выйдет? Завтра, если не будет перебоев с интернетом, то завтра. Просто я сегодня не успела домонтировать его, досмотреть. Надо было просмотреть, отдать Ибрагиму на конвертацию, но огород меня немножко занял больше, чем я думала. Уже есть снятый ролик. Юлия Александровна, Лейла, сколько вам лет, если не секрет, 55. Так, Галина
Шнайдер, привет из Германии. Половину эфира я пропустила. Посмотрю позже. Рада вас слышать и видеть. Здоровья, благополучия вам и вашей семье. Большое спасибо, Галина. Юлия, Ибрагим появится сегодня в эфире? Я Ибрашима в студию. Ибрагим, появишься в студии? Нет. Нет. А вот он сидит на диване, подстраховывает меня. Заина Богатырева, спокойной ночи всем, всем здоровья, мира и добра. Спокойной ночи вам всем. Ну, мы до 23, друзья, посидим и тоже будем прощаться, тоже нужно и намаз сделать, и тоже отдыхать, потому что сейчас нужно вставать рано, с огородом. Не знаю, в этом году вообще мне не нравится мой огород, даже возиться там не хочется. И мне одна пишет, почему, ну, у вас, говорит, еще очень много места, где можно что-то посадить, и по окраинам огородам. Я говорю, мне бы вот то, что я посадила бы, за ними ухаживать, а то я знаю, что там много. И раньше у меня вообще не было ни кусочка земли, чтобы что-то не было посажено, даже между рядами. Но сейчас я не успеваю. Раньше у меня то одна дочка была дома, то вторая дочка была дома. Да и какое-то время вперед и мама мне помогала вместе с прополкой, и со всем этим. А сейчас это просто нереально, друзья, я не успеваю все. Иногда бывает, что я даже не успеваю нормально. Вот вчера целый день не могла, вечером убрала посуду, целый день собирала посуду. Она у меня в мойке собиралась целый день, уже вечером только ее убрала, потому что лишь бы что-то сделать в огороде. Поэтому если я еще что-то посажу, это уже сверх моих сил будет. Елена Яковлевна, вечер добрый всем вам и всем вашим. Спасибо. Отдельно привет вашей маме из Казахстана, моей любимице Аишке. Спасибо вам большое. Юлия, такому человеку и донатов не жалко. Спасибо. Манлила Лейла, у вас зашла морковь и свекла? Свекла, которая зашла, мне пацаны под эту яму убрали в основном. Вторая посаженная еле-еле всходит. Морковь тоже с огрехами немножко взошла, 2 небольших ряда. Ну и я еще посадила 3 ряда, она еще не взошла, не знаю, я ее сегодня вертушку поставила, не знаю, взойдет или нет, не знаю. В этом мне вообще с этими семенами не повезло, где эти семена покупать. Да у меня еще пекинская капуста почти вся пошла в цвет. Вот мне знакомый турок говорит, что это плохие семена. Я этого боялась очень, потому что у меня были обычные семена с Черкесска, а они, турки, покупают профессиональные семена, какие-то такие серые пачки, но они дорогие. Например, для меня, для моих нужд слишком много покупать их. И они дорогие, 500 рублей один пакетик стоит. И поэтому я их не покупала. Не знаю, короче. И я теперь боюсь, что еще у меня и брокколи, и цветная капуста пойдет в цвет, я вообще расстроюсь. Так, Ирина, в этом году погода подводит везде, будем надеяться, что что-то вырастет, да. Я вообще боюсь действительно, что будет, как в прошлом году, и аномальная жара появится, и холода. Как я сказала, что-то я не знаю, где она вычитала, Мадина моя говорила, что июнь будет очень холодным, но пока ну, июнь только завтра наступает, по идее, что июнь будет очень холодным, а июль будет, наоборот, слишком жарким. Ну, не знаю, все в руках Всевышнего, будем надеяться, что будет все нормально. 2 черешни и вишни у меня пропали. Вроде бы морозов не было, но тем не менее даже листья, некоторые листья совсем высохли, и сами ягоды тоже. Так что урожай был прям неимоверный. Черешни в этом году не будет. Так, Роза, смотрю все ваши видео с удовольствием, спасибо. Барно Мусаева, Лейла, всегда с нетерпением жду ваши ролики. Не пропадайте надолго. Здоровья вам, терпения и сил в вашей работе. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Барно. Спасибо вам большое. Постараюсь. Если я вот начинаю постоянно снимать, то снимается нормально. Несколько дней, как только сделаю перерыв, то все. Так, друзья, лайков действительно очень мало. У меня показывает только 3 лайка, а 213 зрителей. Ну, это потому, что ты не обновляла. Я не обновляла, да? Ага. Хорошо.
Так, и если что, если ничего не случится, то в субботу я еще раз выйду в эфир, потому что я обещала моей подписчице, что я в субботу буду. У нее сегодня не получалось ко мне зайти, а она давно хотела прямой эфир. Поэтому, если что, девчонки, ну, друзья, в субботу еще раз выйдем в эфир. И если хотите, давайте какую-нибудь тему определим, о чем говорить, что бы вы хотели узнать. Можете мне писать, ну, даже вот под этим роликом, под этим эфиром, если вы напишите, то я увижу, что бы вы хотели от меня услышать. Так. Ой, я что-то нажала и чьи-то сообщения скрыла. Иврашка, я заблокировала случайно одну. Юлия Александровна, разблокируй мне ее. Как? Юлия Александровна. Так, вкусно с Хадижей. Добрый вечер, Лила. Добрый вечер, Машёлаха Хадижа. Хадижа, тебя давно не было. Ты не выпускаешь ролики? Так, Юля, буду рада ждать новый эфир. Спасибо. Ирина, будем ждать в субботу. Люблю слушать про ваши обычаи. Очень интересно. Ага, все. Я случайно заблокировала вас, Юлия. Так, Светик, добрый вечер, добрый вечер. Многие блогеры, молодые блогеры не работают уже, но им, наверное, из-за того, что монетизации нет, перестали работать. Лилия Бактишаева. Ассаламу алейкум, Лила, поражаюсь вашей работоспособности, ведь все на вас, и дом, и кухня, и огород, и хозяйство, да еще и заказы. Машалла, здоровья вам и всей вашей семье, особенно маме. Валейкум ассалам, Лилия, спасибо большое, вам тоже здоровья. Анастасия, у нас у Белого моря тоже наконец потеплело, а белые ночи в самом разгаре. А вы, Лила, бывали где-то, где бывают белые ночи? Нет, никогда не бывало. Марина Егорова, здравствуйте, вы светлый человек, очень приятно с вами общаться. Пусть радость, которую вы несете в мир, возвращается к вам строиться. Спасибо большое. Елена Поворознюк, Лейла, помолитесь за Украину. Леночка, вы знаете, когда я выпустила ролик и сказала, что молюсь за мир, что мы молимся за мир, столько тоже было негатива, а действительно мы все молимся после каждого намаза, чтобы на земле, на всей земле, не просто на нашей, российской, украинской, а вообще на земле был мир, чтобы не было войны, чтобы дети не плакали от грохота этого. Это в порядке вещей. Первое, что просится у Всевышнего после намаза, это мир на земле. Поэтому я действительно всегда молюсь, и я, и всех, кого я знаю, мы молимся, чтобы был на земле мир. Юлия, Россия. А верная подписчица не появилась? Я про муху подписчицу. Нет, она нам изменила. Так, Луиза. Аллах сидел талила дал Луиза. Спасибо. Арзуния Завакадырова. Елена, мы все молимся за Украину. И за Россию молимся. Да, мы молимся за мир во всем мире, действительно. Не дай Боже, чтобы было по-другому. Надеемся, что это все-таки люди образумятся. Луиза Мадик Зудиха, Диариасха, спасибо. Тетя Лилочка, я вас обожаю, мне так спокойно, когда вас слушаю. Вы как бальзам на душу, здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Юлия, Россия, Елена, вся Россия молится за вас. Конечно, не дай Боже, ни одной матери пережить своего ребенка.
Так, Юлия Александровна, ничего не пойму, как отправить человеку сообщение в ответ. Арзуна, Дагестан, очень люблю. Так, Юля, я не поняла. Просто напишите, наверное, в чат и название, кому вы хотите. Название ника, кому хотите отправить. Так тихо. Так, Манлела, мне нравятся ролики, когда ваша мама в эфире, я весь ролик улыбаюсь, так она мне нравится. Она всегда, когда я камеру включаю, когда она в комнате, она говорит, мне что-то говорить нужно. Марзу Ниязова, постоянно смотрим Абдуллахаджи Хидербекова. А это кто? Абдуллахаджи Хидербеков. Я его не знаю. Что он показывает? Елена, спасибо. О, я что-то его не смотрела. Посмотрю. Имам Дагестана. А может быть и смотрела, но не запомнила. Ниязова Кадырова. Так, тут я смотрю каждый ваш стрим, подписалась недавно. Теперь ждем новых. Пусть Аллах бережет вас. Спасибо большое и за подписку, и за просмотры. Всем, друзья, огромное вам спасибо. Юлия, живите долго и счастливо. Вы многое перенесли в этой жизни, все на своих плечах. Спасибо. Ирина, девочки, ставим лайк. Так, забыла, какого именно города. Что у меня был вопрос про как у нас проходят похороны, но, наверное, я просто какой-нибудь ролик выпущу и расскажу. Хотела в стриме об этом рассказать. У меня был вопрос задан, но потом, наверное, в ролике все-таки расскажу. Тату Юсупова, салам из Дагестана. Лейла, вы очень приятные и добродушные. Всего хорошего вашей дружной семье, особенно бабушке. Спасибо большое, Тату. Вам тоже всего хорошего и здоровья. Елена, Лейла, спасибо, что даете прикоснуться к вашим традициям. Безумно интересно. Спасибо вам тоже. Если честно, я, правда, не снимала, но сначала хотела снять и похороны брата моего двоюродного, но потом все-таки решила не снимать, потому что тоже вот с таких вот роликов идет безумный негатив. Много бывает разногласий под такими роликами. Под роликом, где я снимала, вернее, даже не я снимала Ибрагим, День Победы, там тоже черти что писали. Где был у меня ролик с Аишки, тоже с Дня Победы начали писать, а закрыла этот комментарий. Поэтому вот такие вещи я даже уже и снимать не хочу. Поэтому у меня есть немножко снятый материал, ну как материал, просто для себя снятый с похорон моего брата. Но я решила просто не выпускать ролик, делать из него ролик. А так, по идее, вот я уже читаю и вижу, что
что свадьбы, что похороны. Людям интересно, как эти мероприятия у нас проходят. Вот так вот. Мария Лавила, простите за нескромный вопрос. Намного упала зарплата с Ютуба? Намного. Арзу Ниязова Кадырова, ваша мама такая милая, спасибо. Юлия, Лейла, а вы домашнюю сгущенку из какого молока делали? Из домашнего или покупали, или из, в магазине? Нет, домашнее было, свое молоко. Вообще-то надо будет сделать еще раз. Алтан Бадмаев, привет, горячий из Калмыкии. Жара у нас. Ой, у нас тоже сегодня было очень жарко. Арзу, дай Аллах маме долгих лет жизни, крепкого здоровья. Спасибо. Юлия Александровна, а как я тут? Жду разблока. Вас разблокировали уже давно? Ибрагим сразу вас разблокировал. Это я случайно заблокировала вас, он сразу разблокировал. Вы здесь, вас видно, вы уже пишете. Если бы вы были в блоке, то вы бы не смогли мне написать. Ибрагим сразу вас разблокировал. Вообще, мне кажется, сгущенка, наверное, лучше получится из домашнего молока, потому что покупное не такое же жирное. Хотя, говорят, и из покупного получается. Никак руки не дойдут, мне нужно еще тушенку сделать и отправить Джабраилу в Москву. Роза, в России жара. Но вчера мой сын говорил, что в Москве все-таки холодно, прохладно. Лейла, а Мадина будет еще ролики выпускать? Точно не знаю. Может, будет. Может, на каникулах решится, да будет выпускать. У нее тоже никак времени не было. Так, Тигра Стрельцова. Доброго вечера, уважаемая Лейла, Дальний Восток. С вами всех благ вам. Спасибо большое. На Дальнем Востоке, по-моему, уже скоро рассвет, наверное. Вернее, не рассвет, а уже, наверное. По-моему, 8 часов же разница с Дальним Востоком. Посчитайте. Так, Арзу. Из сливок будет хорошая сгущенка из 20%. Скорее всего, да. Лина, Лейлуш, Болгария, тебе. Спасибо. Юлия, а будете еще снимать, как готовить сгущенку? Сниму, Юлия, я действительно сниму. Я уже подумывала это, там, думаю, сделаю, сниму, почему бы и нет. Посмотрим, как в следующий раз получится. Арзу, у нас дожди в Алмате с субботы. Тигра, да, у нас 5:40, да. Потому что у меня Галина с Дальнего Востока, подписчица моя, она всегда вот говорит, мы всегда вот так вот знаем, что большая разница. Юлия Халаим, молиться за Украину. У нас жара, да. Лейла, в Москве очень холодно и дождь надоел, уже хочется тепла и солнышка. Да, мне вот сын говорил, что холодно, прохладно, если бы, говорит, хотя бы тепло было, то по вечерам бы немножко прогулялся бы, а так, говорит, и прогуляться не хочется, потому что холодно и скучно ему. Сегодня, правда, не созванивались, вчера он мне звонил, говорил, что холодно. Может, скоро у вас тоже потеплеет. Вообще сейчас погода везде странная. Так, Паула. Здравствуйте, Лейла, я у вас новенькая подписчица. Привет из Германии. Привет из Германии. Здравствуйте, Паула, я вам очень рада. Спасибо большое. Надеюсь, вы со мной останетесь. Так, Ирина Доти. А я люблю дождливую погоду и прохладную. В принципе, я тоже люблю дождливую погоду. Но когда уже слишком долго бывают дожди, тоже уже они неприятные. Раньше вообще в молодости я очень любила дождливую погоду. Тогда у нас еще, вот где я жила, себя у моих родителей, у нас не было газового отопления.
мы топили или опилками, или дровами, но в основном опилки такие были, мелкие опилки. А, Их как бы смачивали соляркой, и мы топили печку. И вот холодная погода, лежишь, у меня была как раз кровать возле стенки от печки, печка с той стороны, а в моей спальне получалась стена горячая. И у меня там стояла кровать. И так было приятно лежать, читать книгу в такую погоду, в пасмурную, в дождь. Мне раньше нравилась тоже такая погода. Так. ЗС, да. Бюстик Хелила. Сегодня в Грозном было очень жарко. Маршал Душок. Могу ли Маршал Душок. Могу ли Эльхадиарес. Хахел Бистик. Да, конечно, если у нас тут так жарко, в Грозном еще жарче. Там намного теплее бывает. У нас в Рязанской области только началось потепление. Аминат Коригова. Как приятно, что много добрых людей на свете. Спасибо вам за нашу Лейлу, за добрые слова. Пусть будет мир на Украине. Амин. Спасибо, Аминат. А когда дожди, всегда человек болеет, организм расслабляется. Но когда просто они протяжительные, 1 день, 2 дня, еще дождь как-то ничего. Она уже, когда вот неделями идет, все-таки на психику, конечно, действует. И настроения не бывает, и ничего делать не хочется, выходить не хочется. В основном сельский житель, который живет в своем доме, ему по-любому приходится быть на улице, и некомфортно просто, когда вот протяжные дожди. Китика, дорогая Лилочка, я в шоке от ваших слов. Какие угрозы вам пишут? Мой совет, вам пишите заявления в соответствующие органы. Поверьте, их быстро вычислят и наградят по заслугам. Да, это прошло, это было в прошлом году, единичный случай, но просто такая атака вот на меня была в тот день. Не знаю, что это было. Может быть, думали, что я побоюсь и закрою канал. Да, мне говорили, угрожали, чтобы я канал закрыла, что и моих сыновей убьют. Чего только не писали, действительно, я просто это не озвучивала. Карина Доти, я после беременности до сих пор люблю мел и глину. У вас так было? Нет, я ничего такого никогда не ела при беременности. Вру. Было. Представляете? Я любила есть губную помаду. Я ее намазывала и облизывала губы. Если бы я не боялась, что она как-то может повлиять на ребенка, я бы ее просто ела кусочками. Это когда я была первым беременна. Так что было такое. Так, Сара Браун, огромный привет. Салмашел из Бельгии. Салмашел тебе тоже, Сара, спасибо. Так, Манлена, да, у нас в России 2-й день потеплело. Так, Арзу, да, когда целую неделю. Фатима Ураскулова, салам с Карачаева-Черкесии. Салам вам тоже. Езира Бисик Хайлилочка, как твои дела, как здоровье? Духяха Езира, я рада тебя видеть. Как у тебя дела? Давно мы с тобой не были на связи. Как твои дети, как муж, как свекровь, как мама, как ты сама? Почему не ведешь канал? Да, Арзу, было такое дело. Татьяна Лазарева, Тольятти приветствует вас, здоровья, мира и добра. Спасибо большое. Юлия Александровна, еще и Тольятти, да. Кэрри, скажите, пожалуйста, когда будет рецепт от вашей дочери рецепт торта? Не знаю, надо моих дочек спросить. Меня вы тоже не можете прочитать. Меня зовут Инесса. Да, я вас не могу прочитать. Спасибо очень большое. Спасибо, что вы написали, что вы Инесса. А я беременна нюхала гуталин, а может, отбирала. Да, у беременных бывают такие странности, конечно. Манлена, а я из Липецка. Представляете, сколько у меня подписчиков из разных точек мира. Так, Августина, добрый вечер, тетя Лейла, как вы? Так, Августина, я сейчас
могу не вспомнить, как тебя зовут. Тебя давно не было на моем канале. Где ты пропадала? Добрый вечер. Я рада тебя видеть. Визира розочки прислала. Можно, пожалуйста, маму почаще показывать? Можно, будем показывать. Тем более сейчас уже тепло, и мама чаще заходит, выходит и на улицу, и на кухне бывает чаще. Забеда я, тетя Лила. Да, я же тебя спрашивала, по-моему, как тебя зовут, но я не запомнила просто. Давно тебя не было. Хава ужахава, седи хилха, мадик сегиха лила хенер долждин, удвош сегиха диаряс хилха хахил седик духя хилха. Спасибо большое. Я ушла с ютуба, тетя Лила. Почему? Так, Кэрри, Аишка дома, когда мы ее видим? Обожаю ее. Так, куколка такая. Ну, сейчас, наверное, Аишку у меня вы будете, скорее всего, видеть реже, потому что Мадина уже, по-моему, ушла в отпуск. Ну, точно не знаю, вообще-то. Аишка же в садике. Обычно их привозили ко мне на субботу, воскресенье. На субботу. В субботу садик не работает, а Мадине не надо было работать. И поэтому она привозила и мальчика, и девочку. Сейчас не знаю, ну, 2 недели один раз по-любому они будут приезжать. Люба Малова, Ульяновская область. Добрый вечер. Наконец-то пришло тепло, высадила помидоры. Всем здоровья, мира и добра. А у меня сегодня 2 болгарских перчика и помидор срезала медведка, хотя были гранулы подсыпаны. Так, Наргиз, по-моему, да? Здравствуйте, Лила, как вы? Я, несмотря, не пишу вам, но смотрю все ваши съемки. Люблю вас и целую маму и внучку. Спасибо большое. Много времени YouTube занимает, поэтому да, если ты засядешь какое-то что-то смотреть, то время, конечно, бежит безбожно. Кэрри, вы раньше работали поваром, а где вы работали поваром? Я работала 3 года поваром у нас в городе, Назрани, в кафе, которое называлось «Кафе молодежное», мучным поваром. Наталья Бойко, Лейла, добрый вечер. Сегодня у моего мужа день рождения, ему 63 года. Поздравьте, пожалуйста, его. У нас тоже полно медведки. Так, вы, к сожалению, не написали, как зовут вашего мужа, Наталья. Я поздравляю вашего мужа с днем рождения, желаю ему самого крепкого здоровья. Это в первую очередь счастья, терпения, сил и всего хорошего. И чтобы вы прожили долгую, счастливую жизнь вместе и всегда поддерживали друг друга. Так, Арзу, спокойной ночи, Лейла Ханум, а то у нас уже 2 часа ночи. Ой, спокойной ночи, Арзу. Да, я сейчас тоже закруглюсь, еще до 23 собиралась закончить. Поэтому вот так вот. Спасибо, что были у меня, Арзу. Спасибо за поддержку, спасибо за просмотры. Спокойной ночи вам. Валентина Колымиец. Лейла, добрый вечер. Очень нравится вас смотреть, слушать. Здоровья вам и вашим близким. Белоруссия. Спасибо большое. Юлия Александровна, моему мужу было вчера 42 года. Юлечка, я вашего мужа тоже поздравляю с днем рождения, хоть с прошедшим. С прошедшим можно поздравлять, это заранее нельзя, обычно говорят. Так что тоже здоровья ему, счастья, терпения и тоже по жизни, чтобы вы шли вместе, прожили долгую-долгую жизнь вместе. Желаю всем, у кого есть половинки, чтобы вы прожили вместе до конца своих дней. Елена, да, не могу вас смотреть, у нас тревога в подвале, плохая связь. Ну, дальше не могу вас смотреть, у нас тревога. Дай Бог вам пережить это, Леночка.
Людмила Мягкая. Добрый вечер. Привет из Новороссийска. Давно вас смотрю. Здоровья вам и вашей семье. Большое спасибо, Людочка. Спасибо огромное. Так, Наталья, спасибо вам. Так, Юлия, благодарю вас. Паула. Я, конечно, буду с вами. Ингушетия, душа моя. Моя мама родом с Ингушетии. Я ищу родственников моей мамы в Ингушетии. Да. Спасибо, Лилочка, за эфир, за все тепло, которое ты нам даришь. Спасибо, Ирина, тебе тоже. Тамара Дакаева, Елена, скорейшего мира вам, да. Тамара, как у вас там дела? Как внучка? А с Ингушетии Паула, ваша мама, фамилия какая у нее? Она ингушка? Лина, Лейлуш, благодаря тебе много людей со всего мира узнали Ингушетию, культуру, обычаи, быт. Я из Карачаева-Черкесии и много узнала, хотя живем почти рядом, да. Кэрри, а вы смотрите тоже блогера Самвела Адамяна? Нет, я его не смотрю. Как-то много о нем говорили некоторые блогеры. Я просто зашла посмотреть, что же это, кто же он такой. Это не мой человек просто. Не смотрю. Тамара Дакаева, Лейла, все хорошо, как говорил еврей в том анекдоте. Так нам и надо. Татьяна Расподнюк. Лейла, рада тебя видеть. Счастья, здоровья всей твоей семье. Спасибо большое вам тоже. Того же самого. Так, Лейла, а вы кто по национальности? У вас положено носить платки все время? Я ингушка по национальности. Нам положено носить платок при посторонних мужчинах. А так мы можем ходить без него, если нас не видит посторонний мужчина. Арзу. Далее Лаханум намаз читает, из-за этого платок одевает постоянно. Но вы знаете, в принципе, если даже нет никого в доме, я уже не могу без платка, но правда, я его повязываю сзади. Так я повязываю только когда меня видят посторонние. А так без платка я практически никогда не хожу. Никогда. Я не могу без платка. Мне даже вот не хватает чего-то, когда он у меня не завязан. Я всегда вот так вот завязана. И раньше носила так. Так-то я повязана только 3 года, получается. Чуть больше 3 лет. Так, Юлия, Паула, назовите, как зовут вашу маму. Здесь много девочек из Ингушетии, может, кто узнает, да? А то есть при детях можно своих без хиджаба? Да, конечно, можно при своих. При свекре даже можно без хиджаба. Хотелось бы увидеть. У меня где-то старых фотографий, ролик какой-то есть, там хоть и не положено было, но я там без косынки, ну, повязанная сзади косынки, так что, может, увидеть только давние фотографии. Хотелось бы увидеть, вот как раз я и говорю, что есть ролик, и, по-моему, там свадебная моя фотография. Поищите в начальных роликах. Так. Паула. Моя мама потеряла своих родных во время депортации, выросла в детском доме и до сих пор ищу родственника. Это, конечно, сложнее. Арзу, а мы хиджаб одеваем и никап. Ну, никап у нас... Я иногда вижу в Назране, некоторые девочки бывают в никабах. Так, Людмила Мягкая, вы и в молодости ходили в платке? До замужества я платок не одевала. После замужества, да. До замужества просто я носила такую тоненькую полосочку.
Алина Алмазова, бистик, хейл шинлева, духяхер хахел бистик. Так, так, Манлила. Я смотрела Киса Чечня, свадьбы, там многие девочки просто в платочках. Ну, у нас многие девочки даже вообще без платочков, не то что просто в платочках. Ну, никап это что? Ну, никап это, по-моему, только видны глаза, если я не ошибаюсь. Видны только глаза, и руки закрываются в перчатках, и такая черная вся вот эта вот, как бы у нас на ингушском аба называется, или даже не знаю как. Но закрыто все, кроме глаз. Арзу, я, по-моему, ну скажите, если я не права. Кэрри, вы солите арбузы? Нет, никогда не солила, но мама рассказывала, что когда мы жили в Казахстане, мама солила арбузы в бочке. И даже я и не ела никогда соленый арбуз. Не знаю, что это такое. И в продаже у нас не видела их. Я ее опять выключила. Ибрашка. Ибрагим. Ибрагим заснул. Ибрашка. Ты сейчас всех рассмешишь, просыпайся. Я опять ей что-то нажала, исключила ее. Ту же самую. Я ее опять исключила. Так, это не реклама, просто смотрела, вот и написала. Ну, в принципе, и хиджаб пришел к нам с арабских стран. У нас же не ходили в хиджабах в Ингушетии, в Чечне. В хиджабах раньше не ходили. Это буквально, ну, может быть, лет так 10, даже меньше, наверное, как начали ходить. Ирина, не пугайте ребенка. Так, хотелось бы, чтобы ваша дочь открыла кулинарный канал. Да, я Танзилу просила, но она никак. Вот у меня не получается вести Инстаграм, а у нее не получается вести
ходили с покрытой головой. Что, сдох? Да. Как уже сложилось издавна после венчания и на протяжении всей жизни. Так, есть звук? Скажи что-нибудь. Так, есть звук, друзья? Есть? Появился. Опять с этим. А? Со звуком этим. Шумом, да? Ну все уже, я уже заканчиваю. Да, появился. Так, друзья, ну в субботу будем дальше. Просто микрофон, у микрофона села зарядка. А так в телефоне есть шумы, я не знаю, почему они у нас появились. Так, прикалывает. Хотела спросить, до свадьбы девушка невесте внизу к платью иголочку прикалывает. Что это значит? Ну, этому значение придавалось, говорят, по-разному. То, чтобы она была такая, как бы, хозяйственная, чтобы рукодельницей была, Ибрагим, не пугай меня, пожалуйста. Некоторые говорят, чтобы привязать к новой семье. Немножко такие разногласия идут, но я точно определение узнаю и тоже скажу вам. Ну все, друзья, на этом сегодняшний мой эфир мы закончим. Спасибо огромное, кто сегодня был в эфире. Я вам всем безмерно благодарна и за сегодняшний эфир. И вообще за просмотры, за подписки, за ваши пожелания, за ваши комментарии. Я вам безмерно благодарна. Вы мне очень помогаете. Поэтому доброй ночи вам. Спасибо вам еще раз. Спокойной ночи. Мира вам всем. И